Друзья, я очень рад прочитать вам и познакомить вас с нашей удивительной и красивой Чуйской областью. Следующую главу про Кыргызстан прочитает известный актер Эркин Нурбаев. Он познакомит вас с не менее красивой областью, где есть величественные исторические достопримечательности, как Манас-Ордо. Это Таласская область. Пришла весна, начались весенние каникулы. Я и мой братик Бекджан с нетерпением ждали путешествия по Чуйской области. Мама с папой сказали, что мы поедем на башню Бурана, на городище Красная речка, и посмотрим, как спортсмены сплавляются в специальных лодках по реке Чу. Такой вид спорта называется рафтинг. Папа сказал, что мы будем выезжать из дома утром, а вечером приезжать. Так как эти места располагаются в нескольких часах езды от Бишкека, мы легко можем возвращаться домой. На Бурану мы поехали в праздничный день. Это было 21 марта, Ноурус. Мама с папой узнали, что там будет праздничная программа. Ребята, мы созвонились с директором музея Бураны, Анитой Эдже, и она пригласила нас именно сегодня, потому что они устраивают праздник. А какой сегодня праздник? Сегодня Ноурус. А что это за праздник? Это Новый год у иранских и тюркских народов. Он появился очень давно. Мы, значит, как иранцы, празднуем Ноурус? Нет, Ноурус празднуют многие народы. Таджики, казахи, кыргызы, азербайджанцы, узбеки. Это праздник обновления природы, праздник солнца. А как мы будем его праздновать? Анита Эдже сказала, что возле башни установлены шатры, и представители разных этносов, живущих в Токмаке, приготовят свои праздничные блюда, будут танцевать и петь песни. Ура! Мы любим танцы, песни и вкусную еду. А еще мы посмотрим саму башню Бурана. Да. Через час мы были в городе Токмок. Мама с папой сверились с картой и навигатором в машине, но на всякий случай спросили у таксистов, правильно ли мы едем. Убедившись, что движемся в правильном направлении, мы повернули с основной трассы на юг, в сторону гор. Когда мы приехали, праздник уже начался. Недалеко от башни была установлена сцена, на которой выступали дети и взрослые. Как я поняла, каждая группа выходит, рассказывает про приготовление блюда, потом исполняет либо танец, либо песню. Концерт был таким красочным и интересным. Мы с Бекджаном так сильно хлопали, что в конце наши ладошки были красными. После концерта можно было прогуляться и испробовать угощения. Мы подходили к каждому шатру и пробовали разные национальные блюда. Чего там только не было: и кыргызские борсоки, и татарские учпучмаки, и дуганская пунчоза, и украинские вареники, и уйгурская санза, и много-много другого. Какая же разнообразная кухня в нашей стране! В конце дня мы, конечно, взобрались на башню Бурана и посетили музей. Экскурсовод рассказал, что на этом месте с 5 по 15 века был город Караханинов. Изначально высота башни составляла 46 метров. Но время разрушило башню, и сегодня ее высота не более 25 метров. Я представила, каким был этот город. С разными домами, высокими строениями, людьми, древней посудой, представила женщин, как они по тенистым улочкам ходят с кувшинами. В музее мне очень хотелось подержать в руках монеты, найденные здесь археологами. Но оказывается, такие древние музейные экспонаты трогать нельзя. Поэтому они хранятся под стеклом в витринах. На следующий день мы посетили городище Красная речка. Сначала мне показалось, что там нет ничего особенного. Холмики да бугорочки, а местами накопаны какие-то ямы. Но потом археолог дядя Валера рассказал нам много интересного. Что здесь был целый город, который назывался Навикат, а по-китайски Синчень, что по-русски значит Новгород, а по-кыргызски Джангшар. Каждый отдельный холмик на городище – это бывшее в древние времена строение. Где-то жилой дом, где-то храм, а самый большой холм – это остатки цитадели. Цитадель – это такая крепость, которая защищала город от врагов. Археологи находили на городище очень ценные предметы, иногда даже золотые. Самая большая находка – это глиняная статуя Будды в Нирване. То есть Будда как бы спит, но не совсем спит. Ее нашли в 1961 году. Она сейчас хранится в Эрмитаже, это музей в России. Ее длина была около 8 метров, но сохранилось только 5. А недавно, в 2010-2015 годах, был раскопан древний храм,
в котором Будда сидит в Падмасане, то есть в позе лотоса. Дядя Валера также рассказал, что тут где-то были и христианские храмы, так как археологи находят в этих местах культовые предметы христианской религии. Где-то должны быть остатки мечетей и медресе. Самым грустным в рассказе дяди Валеры было то, что эти древние памятники могут исчезнуть навсегда. И в этом виноваты не только природные явления, но и то, что местные жители пасут здесь скот. Туристы заезжают на территорию городища на машинах, залезают на раскопанные археологами средневековые стены. Мы согласились с дядей Валерой, что люди должны стараться сохранить древние памятники и рассказывать детям об истории страны и охране памятников. Археологи находят древние памятники, но хранить их – задача всех людей на планете. Следующая поездка обещала быть увлекательной. Мы собрались на реку Чу для рафтинга. Рафтинг – это такой спорт, когда группа людей на надувной лодке рафте в специальной защитной одежде спускается по горной реке. Есть более-менее спокойные участки, но есть и довольно опасные. Мама с папой, конечно же, выбрали участок со спокойным течением воды. Они сказали, что без специальной подготовки на участке с быстрым и бурным течением можно серьезно пострадать. Мы были согласны на любой участок и от радости прыгали до потолка. Папа позвонил в турагентство, чтобы заказать рафтинг-тур, и тут мы с досадой узнали, что сплав по реке Чу начинается только в конце мая. В марте слишком холодно. Сначала мы расстроились, но родители пообещали, что поедем туда летом и обязательно спустимся по реке на рафте. А папа сказал: «Ну что нам мешает просто поехать на пикник к реке Чу?» «Конечно, давайте поедем!» Нам нужно решить, куда именно мы поедем. Ведь протяженность реки Чу более 1000 километров, и она не вся в Чуйской области. Часть ее в Иссык-Кульской, в Чуйской долине по ней проходит кыргызско-казахская граница, а потом Чу уходит вглубь Казахстана. Правда? А я думала, она течет только в Кыргызстане. Нет, доченька, у природы свои законы. Для нее не существует границ, которые создали люди. Есть реки, которые протекают не в 2, а в 5 или 6 странах. А в Казахстане она также называется Чу? В Казахстане ее называют Шу. А там она куда девается? Впадает в какое-то озеро? Нет, она теряется в песках пустыни Моинкум в Южном Казахстане. Как теряется? Как в сказке? Берет и исчезает? Ха-ха-ха! Нет, конечно, она распадается на маленькие речки, наверное. Давайте уже поедем, не терпится посмотреть Чу. Вы же ее видели, когда мы ехали в Нарын и на Иссык-Куль. Да, но сегодня мы будем на берегу реки, сможем подойти ближе и потрогать воду. Да, ты права, поехали. Мы собрали еду, взяли фотоаппарат, оделись потеплее и двинулись в путь. Доехав туда, где река Чу течет между гор, нам долго пришлось искать место для пикника. Река здесь была очень быстрая и неровная, но мы все-таки нашли место, где берег был безопасным и с красивой полянкой. Мы отлично провели день на природе, бегали, прыгали, изучали растения и вкусно пили чай из термоса. В конце дня мы подобрали за собой весь мусор и положили в машину, чтобы по дороге выбросить в мусорный бак. Ведь мы знаем, что оставлять мусор на природе нельзя. Он очень вредит животным и растениям, и даже воде, загрязняя ее. Вот так прошли первые 3 дня наших весенних каникул. Путешествуя по Чуйской области, мы так много узнали об истории нашей страны. Оказывается, на территории Кыргызстана проживали разные народности и племена, и сейчас проживают разные этносы. Все вместе они народ Кыргызстана. А еще в Чуйской долине, как и по всему Кыргызстану, есть много древних памятников, и мы, современные кыргызстанцы, должны сберечь эти памятники, чтобы не забыть свою историю. А теперь, внимание, конкурс. Вы должны разместить какую-либо очень интересную, оригинальную фотографию с любой достопримечательностью Чуйской области, кроме тех 3, которых я назвал в книге, с хэштегом «Изучаем наш Кыргызстан Чуй». И тогда я выберу 10 самых оригинальных авторов и подарю им данную замечательную книгу «Изучаем наш Кыргызстан» с моим личным автографом. Дерзайте!